Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сандугаш Садыкова. Я являюсь топ-лидером компании BIC. На сегодняшний день я в открытом звании премиум бриллиантовый директор. На прошлом видео мы с вами разбирали первую часть маркетинг-плана компании BIC. Сегодня будем говорить о второй части, а также о третьей части маркетинг-плана. Итак, на прошлом видео мы говорили, что самый большой уровень первой части маркетинг-плана это 23%. Это когда вице-директор выполняет объем групповой в 5000 баллов. Итак, если он выполняет этот объем 6 месяцев из 12, можно подряд, а можно поочередно, то есть, бывает, что иногда вице-директор не подтверждается в статусе, такое тоже иногда бывает, то все равно ему засчитывается тот месяц, который он делает. То есть из 12 6 месяцев он делает статус вице-директора, тогда ему присваивается статус директора, а также награждается он премией в 1000 евро. Далее, золотой директор – это когда у вас 2 директора и вы получаете 2000 евро. Платиновый директор – 3 директора, 3000 евро. Обратите внимание, что директора должны быть в первом уровне, то есть, чтобы получить звание платинового директора и чтобы вам засчиталось 3 директора и вы получили 3000 евро, эти директора должны находиться у вас в первой линии. Это как? Допустим, это вы, под вами здесь Наталья, здесь находится Сауле, здесь Айслу. То есть смотрите, Наталья под вами, Сауле под вами подписана напрямую, Айслу напрямую под вами. У Натальи есть команда. Если Наталья стала вице-директором или не Наталья, а здесь девочка, допустим, в глубине, да, Айнура стала вице-директором, а Наталья, допустим, она вообще пришла просто на потребление, она не директор, она просто потребитель, но она пригласила нескольких людей, и у нее в глубине появился вице-директор, то этот вице-директор вам будет считаться как первый директор. Вот. Далее, вот этот первый директор у вас появился, Сауле стала вторым вице-директором. Обратите внимание, что вот Айслу к Сауле, то есть Айнура, да, я сказала, Айнура к Сауле не имеют никакого отношения, они в параллельных ветках. Это значит, что у вас есть 2 вице-директора, и вы будете считаться золотым, вам выплачивается 2000 евро. Далее, также в другой веточке у вас уже следующие люди, да, это, допустим, Алена, и тут вот люди, и где-то здесь у вас появился вице-директор, да, в третьей веточке, тогда вы будете являться платиновым директором, и 3000 евро у вас премия. Но смотрите, если здесь вот вице-директор, да, под Аленой, и Алена сама вице-директор, тогда этот директор будет считаться первым директором Алены, а вам он будет считаться вторым директором. Но как бы там ни было, у вас все равно будет считаться как 3 директора в первом уровне, потому что здесь Алена, здесь Сауле, здесь Наталья, и у вас 3 директора, и вы становитесь платиновым. И по этой схеме дальше вы открываете веточки, и у вас получается, что вам присваиваются следующие звания. То есть это бриллиантовый директор 5 директоров в первом уровне, 5000 евро, ведущий бриллиант 7000 евро, премиум бриллиантовый директор 9 директоров в первом уровне 9000 евро. То есть сегодня, на сегодняшний день я нахожусь на этом статусе премиум бриллиантовый директор. Я открыла статус, да, но у меня не 9, а 10 директоров в первой линии, и мне еще 1 директор, и я буду, получается, вице-президентом. Это когда в первой линии 11 директоров, и у вас премия 22 тысячи евро. Далее золотой вице-президент 14 директоров, 28 тысяч евро. Обратите внимание, какие вообще цифры. Сапфировый вице-директор, вице-президент, то есть 17 директоров, 34 тысячи евро. Бриллиантовый вице-президент 20 директоров, 40 тысяч евро. Президент 23 директора, 100 тысяч евро. Золотой президент 23 директора, из них 5 бриллиантовых директоров, когда вы получите 200 тысяч евро. Платиновый президент 23 директора, из них 11 бриллиантовых директоров, 300 тысяч евро. Сапфировый президент 23 директора, из них 17 бриллиантовых директоров, 400 тысяч евро. И самый большой статус — это бриллиантовый президент, когда у вас
23 бриллиантовых бриллианта, то есть 23 бриллианта, и вы получаете 1 000 000 евро. Согласитесь, это огромные деньги. Вы знаете, когда я подписалась в компанию, конечно же, сначала я сразу не стала рассматривать эти премии, я просто поставила цель, что, конечно же, я вырасту до какого-то большого уровня. Я никогда не думала, что за какие-то там 10-11 месяцев я открою вот этот вот статус премиум бриллиантовый директор за такой короткий срок. Это говорит о том, что в нашей компании BIC все возможно и все быстро. Можно быстро. Почему? Потому что, если 23% статус вице-директора, 5000 баллов, это всего лишь в тенге где-то 850-860 тысяч тенге, конечно же, мы можем быстро-быстро продвигаться по карьерной лестнице и получать вот такие огромные деньги. И еще я хочу обратить ваше внимание, что эти деньги суммируются. Допустим, вот 9000 евро, если вы, допустим, пришли вот к этой премии, то есть открыли, премиум бриллианта, как вот я сразу, то здесь человек получает и 9, и 7, и 5, и 4, и 3, и 2, и 1000. То есть все они, когда суммируются, это получается 30 тысяч евро человек получает на статусе премиум бриллиантовый директор. Согласитесь, это очень хорошие деньги. И на обычной работе обычно вот так вот по карьерной лестнице никто не поднимается. В этом-то и суть сетевого маркетинга. А еще суть вообще, то, к чему мы так стремимся и идем, это, конечно же, пассивный доход. А значит, это третья часть маркетинг-плана, о которой я сейчас буду говорить. Итак, пассивный доход, а еще на нашем языке, то есть в нашей компании мы говорим, вот эту премию называем организационный премиум бонус. Что это такое? Давайте расшифруем. Это когда вы получаете 5% с 23% команд в первом уровне. Что это значит? Вот мы говорили, у вас первый директор, это вот Наталья, она потребитель, а под Натальей человек стоит, вице-директор, ISLU. Значит, вы всю жизнь будете получать с ее товарооборота 5%. 5% это большие деньги. Так, мы где-то сегодня считали, ладно, потом как-нибудь или в комментариях напишу, сколько это. Так, дальше. ОПБ 2% с 23% команд второго уровня. Что это значит? Смотрите, мы сказали, что у вас еще есть здесь Алена, вице-директор, а под Аленой еще есть вице-директор. Допустим, Галина. Значит, Алена – это у вас первый уровень вице-директора, а под Аленой стоит Галина – это у вас второй уровень. А значит, вы со второго уровня получаете уже 2%. И вот по этой схеме мы также продвигаемся, потому что под Галиной тоже будет директор, а значит, с третьего уровня вы уже получите 1%. С четвертого уровня директора вы получите 0,5%. С пятого уровня 0,25%, процента. Ой, сколько тут? В общем, вы поняли. И ОПБ 0,125 тысяч процентов с 23% команд шестого уровня. Вы представляете? И ниже. Поэтому, уважаемые зрители моего канала, представляете, вот такие выплаты, огромные выплаты можно получить в нашей компании, работая с шикарным продуктом, с нашей органической продукцией компании BIC. Я вас еще раз хочу пригласить в свою структуру Енкеремет, в самую быстро развивающуюся структуру. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и приходите в мою команду Енкеремет, станьте Енкеремет. Я жду вас. До следующего видео. Пока-пока.